Я росла в тяжелые послевоенные годы. Тогда вот боль 92-го, 93-го годов, она была очень сильной, очень близкой. И вот наравне с этим очень мощным чувством боли было такое чувство всеобъемлющей гордости и благодарности. Мы были благодарны за победу, и связывали ее мы с именем Владислава Григорьевича Ардзинба. Имя, которое, пожалуй, с рождения я слышала и дома, и в школе, и во дворе. Я часто вспоминаю видеообращение Владислава Григорьевича, которое я увидела по телевизору, когда он призывал свой народ встать на защиту Родины. Я тогда была ребенком, и я помню вот это неподдельное чувство паники, чувство страха от того, что неужели кто-то его не услышит, неужели кто-то его не послушает, неужели кто-то не возьмет в руки автомат. Годы прошли, мне скоро 30 лет, но до сих пор, пересматривая вот это архивное видео, оно вызывает во мне тяжелейшие чувства переживания, потому что вот сейчас я понимаю, невозможно не поверить в искренность слов этого человека. Мои старшие часто говорили: Ардзинба нам Бог послал. Слушала я эти слова, и только со временем я поняла, как много сакрального и тайного вкладывали в эти слова те, кто для меня были бесспорными авторитетами. У меня дедушка по маме живет в селе Нижняя Шера. Я часто, будучи ребенком, ездила на каникулы, на выходные в деревню. И вот как-то мы ехали куда-то, дедушка остановился и сказал, что это дом Владислава Ардзинба. Мне было лет 5-6, и я помню, с каким чувством восторга я осознала, что вот я гуляю у дома президента. Но апогеем ситуации было, когда калитка открылась, и вышел Владислав Григорьевич в домашней одежде, с граблями в руках, стал что-то собирать у забора. Я вот стояла и понимала: президент — это человек, у него есть дом, он занимается хозяйством, и он очень приветливый. Я помню, как он тепло поприветствовал нас, потом они разговаривали, а у меня вот все вот эта нестыковочка какая-то все равно сохранилась. Вот президент рядом стоит. Талант, ум, честность, ответственность, чуткость — это лишь малые качества, присущие Владиславу Григорьевичу. И я выросла с твердым убеждением в том, что именно эти качества помогли нам победить в неравной войне, помогли отстоять свою страну, когда все вокруг пытались стереть ее границы. В целом помогли сформировать молодое абхазское государство в новейшей истории. Я очень хорошо помню, я была студенткой, когда сообщили, что Владислава Григорьевича не стало. Как мы все были слегка потеряны, как давила вот эта неопределенность, неизвестность дальнейшего вообще существования. А как без него? Как все мы поехали в определенный день в Сухумский аэропорт, как ждали этого самолета. Потом была задумка: что же сделать? Что же сделать еще? И мы придумали молодежную акцию «Имя Владислав», когда мы выложили свечами его имя на площади Свободы. Я помню, что в день акции было очень жарко, и под палящим солнцем мы раскладывали вот эти сотни свечей, но ни у кого не было даже и мысли отлынивать от работы. Наоборот, каждый хотел внести свою лепту. А ближе к вечеру, когда все 9 букв уже были составлены, мы начали их зажигать спичками, поднялся ветер, спички гасли. И вот все равно мы их зажгли, и вот я помню, я поднимаю голову, уже ночь, темно, буквы горят, площадь заполнена людьми от мала до велика. И женщины, и мужчины, плакали все. Мы провожали своего лидера. Такого единства мнений, такого бесспорного авторитета на моей памяти мало кто вызывал. Не хватает ли нам Владислава Григорьевича сегодня? Слишком. Слишком сильно он нужен нам сейчас. Правитель мудрый, честный, добрый, но стойкий как скала, когда того требовала ситуация. Есть благословение для народа. Мы были благословлены.